Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В городе Шатлык Марийского вилаята строят новую мечеть и готовятся к визиту президента Сердара Бердымухамедова. 22 сентября он отметил свое 42-летие, а 24 сентября на заседании Народного совета был объявлен Героем Туркменистана. Завершение строительства объекта намечено на конец ноября, а открытие, скорее всего, приурочат к Дню нейтралитета 12 декабря. Строители говорят, что мечеть назовут в честь Сердара Хаджи. Между тем в Шатлыке принимают повышенные меры безопасности. Небольшой городок наводнен полицейскими и работниками спецслужб, приехавшими, очевидно, откуда-то извне, по крайней мере местные жители их не знают. Мечеть, которую начали возводить в 2022 году, сейчас лихорадочно достраивают. Деньги на строительство собирали с госслужащих. По последним сообщениям, предпринимателей также вынудили внести свой вклад. Среди них, например, марийская обувная фирма Равшен Аякгаб. Однако, как свидетельствуют источники Turkmen-News, в какой-то момент строительство застопорилось. Возможно, деньги украли, предполагает источник. А теперь мечеть стараются достроить в режиме аврала, потому что на открытие приедет Сердар Бердымухамедов. Строители говорят, что культовое сооружение назовут в честь президента мечеть Сердара Хаджи. Такой статус в исламе получает каждый, кто совершил паломничество в Мекку. Более того, некоторые горожане ожидают, что и город Шатлык переименуют в честь третьего президента. Если учесть, что 24 сентября на заседании Халк Маслахаты явно начал зарождаться культ личности Сердара Бердымухамедова, то не исключено, что этот прогноз местных жителей оправдается. Что же касается мечети, то она станет второй по размеру в Марийском вилаяте после мечети в городе Мары. В апреле стало известно, что в канун открытия культового учреждения развернулась борьба между кандидатами на место главного имама Шатлыка. Ранее этот пост занимал Гавшут Ага, которого уважали жители Шатлыка. Он запрещал муллам брать деньги и подарки за исполнение поминальных обрядов, а также обязывал их ходить на похороны ко всем без исключения, в том числе в бедные семьи. Но его конкурентом стал Гурбан, который не гнушался требовать от малоимущих деньги за исполнение обрядов. Кто в итоге победит, станет ясно после открытия мечети. Хотите сообщить что-то важное? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.